Дорогие ребята, сегодня я вам расскажу о наших традициях и обычаях. Почему мы об этом рассказываем? Чтобы все услышали, узнали дети, то есть вы. Тувинцы с давних пор занимались охотой, рыболовством, собирали ягоды. Эта деятельность людей связана с обрядами. Любая деятельность начинается со встречи, то есть, значит, здоровались. У тувинцев есть свой своеобразный обряд приветствия. Здоровались один раз в год с благими пожеланиями. При приветствии младший подает руку старшему снизу вверх и желал добра и мира. Следующий обряд, связанный с путешествием. Выезжая на охоту или на дорогу, тувинцы приглашали гадателя на бараньей лопате, чарынчы, или на хуванаке. Он указывал день, когда лучше выезжать. Следующий обряд на перевале. Тува – страна гор. Наши предки поклонялись им. Существовал обряд, названный Тангтытагыры – поклонение духам, хозяевам гор. Следующий обряд – обряды, связанные с юртой. У тувинцев существовало много запретов и обрядов, связанные с юртой. Во-первых, запрет, связанный с огнем. Тувинцы считали семейный очаг или огонь маленьким солнцем. На очаг нельзя плескать воду, человек может ослепнуть. Нельзя плевать на очаг. Считалось, что счастье могут уйти из юрты. Каждое утро брызгали на него чай, успокаивая духа огня. Порог двери представляет собой священный перевал юрты. Нельзя сидеть на пороге, как на скамейке. Сделавший это лишается белой дороги. Обряд подношения чашки. Если в юрту зашел человек, его угощают чаем, едой. По традиции хозяйка протягивает гостю пиалу с чаем двумя руками. Все эти традиции соблюдались и соблюдаются в наше время. Вы можете в нашей библиотеке читать наши тувинские обряды в этих книгах. Духовная культура тувинцев. Тува чаңчыл. Тува между прошлым и будущим. Традиционная культура тувинцев. Тувинцы в своем фольклоре.